Город Сызрань был основан в 1683 году по указу Петра I в качестве крепости на реке Сызранке. Считается, что наименование речки и дало название крепости. А само слово «Сызрань» образовано от татарского обозначения «сас-урын», что переводится как «болотистое место». Согласно другому мнению, наименование города идет от татарского слова «сыза», что обозначает «овраг, балка». В 1780 году за успехи в торговле скотом и хлебом Екатерина II учреждает герб города. Однако статус города Сызрань получает лишь в 1796 году. Интересно, что в советское время Сызрань прозвали «вторым Баку», поскольку в окрестностях были открыты большие месторождения нефти. Река Иртыш протекает по территории Китая, Казахстана и России и является самой длинной в мире рекой-притоком. Интересно, что верхнее течение реки до впадения в озеро Зайсан в Казахстане называется Черным Иртышем – Кара-Ирцис. Это можно перевести как «Иртыш, начинающийся из земли», поскольку татарское слово «кара» в данном случае переводится как «земля». Впервые название реки встречается еще в VII-VIII веках на эпитафиях полководцев восточно-тюркского каганата. Махмуд аль-Кашгари первым попытался дать расшифровку наименования реки и трактовал Иртыш как «эртишмак» в значении «быстро перейти». Наиболее распространенной версией является происхождение названия Иртыш от татарских слов «ир», что значит «земля», и «тыш», что значит «рыть, пронизывать». Таким образом, Иртыш значит «пробивающий землю». Челябинск основан татарским мурзой Кутлу Мухаммед Тевкелевым в качестве крепости в урочище Челяби. Считается, что название города возникло от старотатарского слова «челеби», что означало почетное имя, титул у древних и средневековых татар. Иногда слово «челеби» переводят на русский язык в значении «царевич». Согласно другой версии, название «крепость Челяба», данное по названию урочища, произошло от башкирского слова «силябе», что значит «впадина, неглубокая яма». Челябинск является одним из немногих мегаполисов в мире, в центре которого располагается самый настоящий реликтовый лес. Возраст этого леса превышает 10 тысяч лет. В каждом уголке нашей Родины, да и по всему миру, можно найти следы наших предков. Важно лишь увидеть, услышать и познать. Ассаляму алейкум.